Две новости из одного источника. Война скоро закончится, но сначала усилится в 20 раз. Режим займется морским рэкетом. Силовики рассказали, кто, сколько и за что заплатит, и как можно этого избежать. Иран ударил по базе еще одной страны НАТО. Премьер-министр воюющей страны ранен или даже убит. Расскажем. Этот соратник Путина помогал душить демократию и готовить войну. Теперь он сбежал из России. Новая тактика и потеря почти целой области. Что происходит на фронте в Украине? Виктор Орбан меняет риторику. Понравится ли его новое заявление в Кремле? Дональду Трампу поставят памятник. Министр из его команды поделился деталями. Об этих и других событиях к вечеру вторника, 10 марта. Самые важные и срочные новости в эфире Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Война с Ираном может закончиться в ближайшие дни. С таким неожиданным заявлением выступил Дональд Трамп. Посмотрите, у них нет ничего, включая руководство. На самом деле существует два уровня руководства, а на самом деле, как оказывается, даже больше. Но два уровня руководства исчезли. В Тегеране ответили Трампу. Как сообщает BBC, в корпусе стражей исламской революции заявили, что это они будут определять, когда закончится война. Кроме того, КСИР де-факто собирается заняться рэкетом. Источник CNN в Тегеране сообщил, что власти страны собираются взимать плату за безопасность с нефтяных танкеров и коммерческих судов стран-союзников США в Персидском заливе. Мы держим в своих руках рычаг управления мировыми ценами на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для урегулирования цен. Энергетические рынки стали нестабильными, и мы продолжим борьбу до тех пор, пока Трамп не признает поражение. Но есть возможность перевозить грузы бесплатно и безопасно. Такую оговорку представителей корпуса стражей исламской революции приводит уже The Guardian. Нужно только выполнить одно условие. Эти страны будут иметь полное право на свободу для транзита по стратегически важному водному пути, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами. Реакция президента США на такие заявления не заставила себя долго ждать. Трамп, который на пресс-конференции допустил близкое завершение войны, позже написал в своей соцсети пост в совсем ином ключе. Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в 20 раз сильнее, чем до этого. Смерть, огонь и ярость обрушатся на него, но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность ликвидации и нового аятоллы. Трамп якобы готов поддержать такой сценарий. Об этом уже написала The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. Президент США, по данным издания, сказал помощникам, что поддержит убийство Муджтаба Хаминеи, если тот откажется свернуть ядерную программу страны. Саму операцию может провести Израиль, который до этого уже ликвидировал отца новоиспеченного аятоллы. После почти трехмесячного перерыва Трамп поговорил с Путиным. Президент США назвал этот часовой разговор хорошим, но сделал интересную оговорку. Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке, и он хочет быть полезным. Я сказал, вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно. Путин ответил в своем стиле действиями. После разговора хозяина Кремля с Трампом российские дроны снова ударили по Украине. В Днепре повреждены 7 многоэтажек и отделение банков. Вспыхнул пожар. Пострадали как минимум 10 человек, среди них 12-летний подросток.
Позже под ударом оказался и Харьков. Там ранены 6 человек, в том числе 10-летняя девочка. Повреждено 5 многоэтажек и автомобили. По словам мэра Игоря Терехова, российский дрон был начинен шрапнелью, и последствия могли быть гораздо серьезнее. В Сумской области захватчики повредили телебашню и объекты энергетики. По данным воздушных сил ВСУ, всего за ночь Россия запустила 137 беспилотников. Абсолютное большинство смогли сбить, но попадания зафиксированы на 10 локациях. Во время телефонного разговора с Трампом Путин опять пытался убедить собеседника, что он не бумажный тигр, а его армия побеждает. Это следует из сообщения помощника руководителя России Юрия Ушакова о содержании беседы. Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному регулированию конфликта. Правда, у руководства ВСУ другие данные. Начальник главного оперативного управления украинского генштаба Александр Комаренко сообщил в интервью РБК «Украина» новые детали о результатах контрнаступательных действий. Они впечатляют. Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, просочившихся туда. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать 3 небольших населенных пункта и еще 2 зачистить. Генерал добавил, что враг в последнее время сменил тактику и действует малыми группами, но из-за этого, по словам Комаренко, оккупанты теряют от ударов дронов до 90% живой силы еще до вступления в бой с бойцами ВСУ. Иран атаковал базу с немецкими военными на Ближнем Востоке. Как пишет Der Spiegel, баллистические ракеты ударили по полевому лагерю Бундесвера на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Под обстрел попал немецкий сектор базы, где также размещены подразделения ВВС США. По данным издания, повреждена казарма немецких военных. Никто не пострадал. Солдаты находились в укрытиях. Пока не ясно, попали ли ракеты прямо в базу или речь идет о падении обломков. Масштаб ущерба уточняется, начато внутреннее расследование. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог погибнуть или получить ранение в результате удара со стороны Ирана. Такую сенсационную новость сообщает иранское государственное информационное агентство Тасним. Доказательств пропагандисты не приводят. Даже они вынуждены оговариваться и строить версию на косвенных признаках. Первый – необычная тишина в соцсетях Биньямина Нетаньяху. Уже 3 дня там нет личных сообщений или видео, хотя раньше премьер публиковал до 3 роликов в день. Второй момент – внезапная отмена визита Джареда Кушнера и Стива Уиткофа в Израиль. А третий – странность в сообщении Елисейского дворца. Там опубликовали текст разговора Эммануэля Макрона с Нетаньяху, но не указали дату самого звонка. Эту публикацию иранских пропагандистов уже активно репостят их прокремлевские коллеги. А вот в российском сегменте соцсетей активно распространяется другой слух о возможном бегстве из России некогда могущественного соратника Путина. Наши источники сообщают, что экс-помощник президента и серый кардинал Кремля Владислав Сурков спешно выехал за пределы РФ. Поводом для эвакуации стала информация о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела. Это сообщение появилось сначала в провоенных каналах, но активно распространяется и оппонентами Кремля. Пока источники не очень надежные, но если подтвердится, то это будет в разы интереснее кейса Чубайса. На месте иностранных разведок потратил бы немало сил, чтобы попробовать, если не захватить его, то предложить сотрудничество. Долгие годы Владислав Сурков был архитектором путинского режима, одним из главных проводников его политики по ликвидации инакомыслия в России, а потом он приложил руку и к началу войны против Украины в 2014 году.
Виктор Орбан снова говорит не о своей стране, а об Украине. Но в этот раз его риторика неожиданно изменилась. Лучший друг Путина в Европе вдруг заявил, что не хочет, чтобы его страна граничила с Россией. А поэтому он заинтересован в укреплении Украины. Правда, прозвучало это опять в стиле Орбана. Мы заинтересованы не в ослаблении, а в укреплении Украины, чтобы всегда было что-то. Это можно назвать и Украиной, между Россией и Венгрией. Однако Орбан тут же добавил, что не поддерживает вступление соседки в ЕС. О том мы уже подумали, что Виктора кто-то подменил. Дональду Трампу поставят статую. Об этом заявил министр внутренних дел США. Правда, речь идет не о Соединенных Штатах, а о Венесуэле. Дуглас Бергам, недавно посетивший эту страну, заявил, что ее жители могут поставить памятник Дональду Трампу после восстановления отношений с Вашингтоном. По словам чиновников, в Каракасе положительно воспринимают открытие экономики для американских инвестиций. Мы подписали первые лицензии на добычу критически важных, полезных ископаемых и драгоценных металлов. В пятницу из Венесуэлы в Соединенные Штаты поступило золото на $100 миллионов. Оно предназначено как для промышленных, так и для других коммерческих целей. Венесуэла обладает запасами золота на $500 миллиардов. Правда, чиновник забыл упомянуть о том, что накануне его визита в Венесуэлу в Белом доме допустили утечку о планируемом аресте исполняющей обязанности президента Делси Родригес. Похоже, преемница захваченного Николаса Мадуро правильно поняла намек и постаралась произвести на гостя хорошее впечатление. Вот только по улицам Венесуэлы чуть не каждый день ходят демонстрации не из желающих поставить памятник Трампу, а из сторонников бывшего диктатора. А в последнее время к ним прибавились и сторонники аятолл. Но об этом министр Бергам рассказать тоже забыл. Какое судно сумело прорвать блокаду в Ормузском проливе? По какой стране НАТО ударил Иран? Какая европейская страна высылает целый флот в зону конфликта? Что породило трение между Вашингтоном и Тель-Авивом? И кто хочет заработать на украинских дроновых технологиях? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.